Меня зовут Давлят Исмагилович Умеров. Я хореограф, руководитель детского ансамбля танца «Мирас» детской школы искусств Приволжского района. Сейчас, к вашему вниманию, мы представим методику основ обучения татарскому народному танцу. Обучать татарскому народному танцу можно с 5-6 лет начинать. В основе обучения должна быть прежде всего систематичность занятий. И можно еще разделить мальчиков и девочек, то есть раздельное обучение народному танцу, так как при обучении обычно в начале, на начальном этапе девочки обычно бывают более обгоняют в развитии мальчиков, но потом это сравнивается и наоборот, получается наоборот, мальчики еще лучше начинают, потому что у мальчиков более прыгучие движения, у девочек более плавные движения. Вот. Основам татарского танца нужно прежде всего как обучать в основе движений. Я включил на начальном этапе, идет от простого к сложному. В первую очередь, чтобы начать обучать, я поделил движения, простые движения, 5 движений медленные, 5 движений быстрые. Вот. Сейчас, к вашему вниманию, мы эти движения покажем. Это методическое пособие для хореографов, которые хотят начинать обучать детей татарскому народному танцу, а также можно и в домашнем использовании для родителей обучать своего ребенка дома. Сейчас мы вам представим концертмейстер Сафин Ильнар Ильгизович, наш концертмейстер нашего ансамбля, и наши солисты, двое воспитанников моих, Умерова Элеонора и Хасаншин Рустем. В первую очередь, чтобы начать урок по народному танцу, для детей 5-6 лет мы урок начинаем с поклона. Чтобы научиться разучить поклон, с самого начала, у мальчиков руки по швам, делаем шаг в сторону, раз, приставили, 2, поклон, 3, 4, раз, 2, 3, 4. У девочек держимся за кончик юбочки, локти согнуты, то же самое, шаг в сторону, раз, 2, присесть, 3, 4, в сторону, раз, 2, присесть, 3, 4. Пожалуйста, делаем поклон. Руки по швам, спинку прямо, взяли, шею вытянули. Пожалуйста, поклон. И раз. Поклону мы начинаем урок. После того, как сделали поклон, мы делаем разминку. Ноги вместе, руки поставили на пояс. Сейчас для того, чтобы исключить травмы во время занятий, мы делаем разминку. Начинаем разминку со стоп. Поднимаемся на полупальцы высокие. И раз, и два. Опускаемся. И раз, и два. Пожалуйста, делаем. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо, достаточно. Следующий план через верх делаем. И раз, и два, и три, и 4. Через верх попеременно опускаем одну пятку, другую. Приготовились на полупальцы. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, достаточно. Следующая разминка. Разминку нужно делать, эту часть разминки, как можно не менее 10-20 повторений для на начальном этапе. Далее идет разминка, стоп. Раз, два, приседаем одновременно и вытягиваем носок. Приготовились. И раз, присели, поставили, присели, поставили, присели, поставили, присели, поставили еще. Раз, два, раз, два, раз, два. Хорошо, достаточно. Далее идет у нас разминаем уже бедра и колени.
Поднимаем наверх колено, носочек вытягивается. И раз, как маршируем. 2, другую ногу. 3, 4. Приготовились. И раз, 2, 3, 4. Теперь одновременно приседаем и то же самое поднимаем колено наверх. Но носок у нас вытягивается и колено приседается. Но спина при этом остается прямой. Обязательно спинку держать прямо, не сгибать спину. Приготовились. И раз, 2, Теперь дальше мы должны маршем идем по кругу. Вообще урок можно начинать с марша и потом уже делать вот эти разминочные упражнения. Но мы сегодня начали со стоп разминок. Далее пошли по кругу, идем маршем. Маршем и поднимаем колено наверх и маршируем. И вдох сделать и выдох, и постараться руками достать до колена, до пола. Еще раз. Вдох. И это для расслабления спины. Чтобы спина у нас не была все время напряжена, мы расслабили спину и дыхание нормализовалось. Так, теперь основная часть урока. Основная часть урока это основные движения. На начальном этапе, чтобы детям было интересно, нужно включать игровые моменты. Мы включаем в основе движения должна быть какая-то игра. И движение. Вот первые, я говорю, 5 движений медленных. Медленных 5 движений. Первое движение елочка. Второе движение подготовка гармошки. Третье движение ковырялочка с хлопками. И четвертое движение у нас идет ковырялочка с притоком. Уже более усложненный был. 5 движений. Пожалуйста, мы с вами сейчас я вам буду показывать, а вы за мной повторяете. Вот. Прежде чем начать, мы делаем препарассион. Препарассион это подготовка. Открываем руки. Значит, параллельно должны они изучать еще положение рук в классическом танце. Через первую позицию открываются руки и закрываются у мальчиков руки за спину, так. Ладошки к ладошке кладем вот так. У девочек открывается через первую позицию и берется за как бы платьице, как будто большое длинное платьице, и вы боитесь наступить на кончик платья, и надо ее приподнять вот так, и локти согнуть, и что-то здесь не прижимать вот так локти, а локти вот так должны согнуть. И спина приятно прямая. Приготовились к препарассиону. И раз. Первое движение елочки делаем. Раз, пяточки, 2 носочки, пяточки, носочки. Обратную сторону носочки, пяточки, носочки, пяточки. Приготовились? Делаем 8 раз в одну сторону, 8 раз в другую. Готовы? Под музыку. И
самое главное, нужно учитывать то, что должна спина быть прямая. Спина прямая, и можно голову повернуть по ходу движения. Вот если вы делаете по ходу движения, раз, два, в эту сторону делать. Когда в эту сторону, голова в эту сторону поворачивается. Так. Теперь у нас идет следующее, второе движение, подготовка к гармошке. Гармошка, мы все движения, гармошку знаем. Вот. Подготовка к гармошке. Мы делаем так. Пяточки разводим в сторону, раз, и обратно собираем два. Теперь носочки разводим, раз, и обратно собираем два. И при этом приседаем. Руки у мальчика за спину, девочки за ним. И присели. Раз, два, три, четыре. Пяточки разделили, а теперь носочки разделили. И пяточки разделили, а теперь носочки разделили. Здесь приседаем, пятки вместе, носки врозь. Здесь пятки врозь, носочки вместе. Приготовились все вместе? Попробуем. Делаем припасем. И... Гармошки, чтобы в дальнейшем исполнять движение гармошки. Следующее, третье упражнение у нас ковырялочка с хлопками. Ковырялочку делаем. Ковырялочку как мы делаем? Значит, ковырялочку делаем. Куда носок, туда и пятку ставим. Туда носочек поставили и туда же пятку поставили. И делаем 3 хлопка. Раз, два, три. Носок, пятка, 3 хлопка. Раз, два, три. Приготовились? Руки припасем, открываются. И раз. Справа ноги. Носок. Так, это было какое по счету третье движение. Так, третье. Четвертое движение мы усложняем эту ковырялочку, делаем вместо хлопков, делаем притопы. То есть у нас руки остаются, также у девочек здесь, у мальчиков здесь. Делаем носок, пятка и 3 притопа. Носок, пятка, 3 притопа. Попеременно правая, левая, правая. Притоп делать. Надо обязательно научить притоп делать. Правая, левая, правая. Левая, правая, левая. Некоторые дети могут сделать вот так. Носок, пятка, носок, пятка и одной притопы. Потому что надо обязательно научить 3 раза притопнуть. Раз, два, три. Носок, пятка, раз, три. Приготовились? Припасем. И... Последнее, пятое движение, мы делаем движение, мы назовем эти движения часики. Поставили на пятку ногу, одну ногу на пятку, правую, например, а руки перед собой. И как стрелки часов. Тик-так, тик-так. Вправо, влево, поменяли. Так, тик-так. Вправо, влево, поменяли. 2, 3, 4. Тик-так, тик-так. Приготовились? Поставили правую ногу, сразу на прибросим. И раз. На правую ногу поставили. Делаем и. Тик-так, тик-так, тик-так. Медленных движений. Это на начальном этапе обучения татарскому танцу. Эти движения, можно за эти движения уже ставить оценки. Кто все 5 движений сделал, можно 5 поставить, только 4 движения, 5 движение выучил 4 и так далее, и так далее.
Теперь мы переходим к быстрым движениям. Быстрые движения – это то, что исполняется уже в более быстром темпе. Перескоки я делаю, чтобы начать обучать перескоки, мы должны научиться тройной приток делать. Мы тройной приток выучили в медленном движении. Это вот сковырялочка. Раз, два, три хлопка делать. Раз, два, три. Одновременно можно хлопать и притопы делать. И раз, два, то справа, то слева. Пожалуйста, попробуйте. 3 хлопка и 3 притопа. Справа ноги. И раз, хорошо, достаточно. Вот теперь вот эти притопы мы делаем с перископом. Представьте, что здесь вот такой небольшой барьерчик, вот, скамеечка вот здесь, да, или что-то такое. Вот для детей мы можем поставить любой барьер, поставили, и чтобы они перепрыгнули через этот барьер с правой ноги. Значит, если мы вправо прыгаем, то с правой ноги. Раз, два, три. Если влево прыгаем, то с левой ноги. Раз, два, три. Если вправо, то некоторые дети могут сделать вот так вот. Вот так вот. Это неправильно. Самое главное, прыгаем. Если вправо, то через правую ногу. Если влево, то через левую ногу. Руки также мы делаем. Раз, два. У девочек за юбку, у мальчиков за пояс. Приготовились, припоросен, делаем перескок. И движений, чтобы они разучили из быстрой части, мы переставляем этот барьерчик вперед, сюда, и перепрыгиваем уже вперед с притоком и назад. Руки также у нас у мальчика за спину, девочек за юбку. Прыгаем вперед и раз, два, три, назад, раз, два, три, вперед, раз, два, три, назад, раз, два. Продолжаем делать приток. Пожалуйста, приготовьтесь, пригласим. И следующее движение у нас мы назовем молоточки. Опять же мы этот барьер переставляем в сторону. И теперь мы делаем не притопы, а ставим ногу на носок назад. Раз, два, три, на носок. Раз, два, три, назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пожалуйста, попробуем. Приготовились. Сразу. Внимание. И это было третье движение. Четвертое движение, уже более по-другому мы делаем. Мы назовем его качалочки. Качалочки от слова качаться. Значит, правую ногу выносим вперед, вытягиваем носочек и перескакиваем то на одну ногу, то на другую, то на переднюю ногу, то на заднюю ногу. И качаемся. Качалочка. Раз, два. С правой ноги качалочка. Затем с левой ноги качалочка. Называется движение качалочки. Приготовили ногу. Ногу приготовили. Внимание. И вперед. Четвертое движение. Пятое движение мы назовем классики. Классики, то есть когда малыши играют в классики, мы делаем на одной ноге, да, прыгают, а потом на две ноги и опять на одну ногу прыгают. Да? Тут мы делаем как игра в классике. Прыжки с двух ног на одну, прыгаем то на две ноги, то на одну ногу, то на две.
меняем постоянно. Пожалуйста, попробуем все вместе. Приготовились и прыгаем Теперь все это мы повторяем. И каждое движение исполняем на один такт музыки. То есть на одну восьмерку. Первое движение у нас перескоки из стороны в сторону. Второе движение у нас перескоки вперед-назад. Третье движение у нас молоточки из стороны в сторону. Четвертое движение качалочки с правой ноги, затем меняем качалочки с левой ноги. И последнее, пятое движение у нас идет классики. Называется классика. Пожалуйста, приготовились. Припрасываем. Открываем руки. И раз. Основные движения, которые разучиваются на начальном этапе обучения татарскому народному танцу. Значит, здесь самое главное правило исполнения. Обязательно нужно учитывать то, что музыкальность должна быть в ритм музыки. Обязательно вот эти притопы, раз, два, три, раз, два, три, должны исполняться четко под ритм музыки. На начальном этапе вот эти быстрые же движения можно исполнять в очень медленном темпе. Не обязательно, если это называется быстрые движения, то их исполнять сразу быстро. Можно делать под медленную музыку, медленные движения. И, соответственно, тоже ставить оценки. Если все 5 движений выучили, значит пятерками. Если только 4, четверка, тройка, двойка, единица. Значит, теперь мы вот эти движения, из этих движений, это движение можно разучивать в течение, например, полугода. И постепенно эти движения усложнять. Вот. Теперь мы переходим к тому, чтобы вот эти движения, опять же, мы сейчас повторяем и немножечко усложняем. Вот. Начнем опять с медленной части. Медленная часть мы делали с вами припрассе, руки у мальчиков за спину, у девочек за юбки. Так? Усложняем как? Спинку прямо и поворачиваем голову, когда делаем в одну сторону. В другую сторону опять поворачиваем. Здесь опять у нас, когда делаем подготовку гармошки, поворачиваем то в одну сторону, то в другую сторону. То в одну сторону, то в другую сторону. Ковырялочка. Раз, два, с хлопками. Ковырялочку сделали. Смотрим на одну ногу. Смотрим на другую. Ковырялочка с притопом. Смотрим на одну ногу. Смотрим на другую ногу. Часики. Головой. Часики. И быстрая часть. Пожалуйста, сделаем сначала эту медленную часть. Все движения без остановки. Затем быструю часть. Приготовились. Внимание. Припрассе. И... Голова.
вторая быстрая часть движения. Здесь мы давайте добавим с вами руки. Открываем руки, чуть-чуть усложняем, руки в сторону. И мальчики делают. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Девочки делают. Руки в ладоши. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Когда мы делаем вперед-назад, руки у нас у девочек здесь, у мальчиков здесь. Два. Вперед-назад. Теперь мы делаем с вами молоточки. Опять же, раз, два, три. Вот здесь вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. С руками. Когда делаем качалочки, опять руки у нас здесь. Два, три. Качаемся на одну ногу, качаемся на другую. И классики тоже на руки вот здесь. Два, раз, два, три. Пожалуйста, все без остановки. Каждое движение на каждую фразу. Руки открываются. И... Теперь, чтобы не стоять на одном месте, чтобы не было статичного движения, мы можем сделать так, чтобы продвижение, вот эти движения в продвижении. Я делаю с угла. Например, с угла мы переходим с одного угла на другого и с одного угла на другой. Первое движение, вот это движение из стороны в сторону мы делаем с продвижением. Раз, два, три. 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 Второе движение. Вперед, назад мы делаем все время вперед. Здесь это еще не бегунец татарских, а все-таки перескоки, но уже дети привыкают к тому, чтобы делать раз, вперед, раз. Третье движение, молоточки. Молоточки опять же делаем. Четвертое движение, качалочки идем с одной ноги, с другого угла, с другой ноги. И движение классики. Пожалуйста. Аучи делаем. Давайте сделаем так. Ты первое движение делаешь, ты второе движение делаешь. Ты третье движение, ты четвертое, ты пятое. По очереди. Приготовились? Первое движение. Руки сразу. Первого этапа обучения, первого полугодия. И вот на этих движениях можно уже выстраивать какие-то элементы танца. Дальше идет у нас второе полугодие. На втором полугодии мы более усложняем уже движение. Второе полугодие у нас идет уже более сложное движение. Уже мы вместо не просто делаем елочку, а в конце елочки добавляем 3 притока. Раз, елочку сделаем. Раз, два.
3, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь не просто делаем подготовку к гармошке, а уже попробуем сделать гармошку. Гармошку, и если у вас не получается, значит здесь у одной ноги, вот с правой ноги поднимается пятка, а здесь поднимается носок. Гармошку мы делаем. Раз, носки вместе. Теперь носок подняли, пятку другой ноги подняли, пятки вместе. И раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Для некоторых детей сложно это сразу разучить. Некоторые дети делают вот так, с прыжком сразу начинают делать вот так. Ну и это и так тоже можно, но немножко подпрыгивая, и мы вначале вот так. Главное добиться того, чтобы носочки вместе, пятки вместе, носочки вместе, пятки вместе, носочки вместе, пятки вместе. Вот в одну сторону 2, 3, 4, 5, 6, 7. В другую сторону 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь мы ковырялочку добавляем с притопом, уже немножко подскакиваем. Ковырялочка, раз, ковырялочка, раз, ковырялочка, раз, подскакиваем. Теперь дальше идет у нас пятка-носок. Пятка-носок девочки будут делать с руками. Пятка-носок делаем. Пятка-носок. На пятку наступаем, на носок. На пятку, на носок. С другой ноги пятка-носок. Пятка, носок. Здесь можно в конце добавить придумать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. И последнее движение припадания. Я припадание учу как бы, например, на одну ногу, на пятку одной ноги попала заноза. И наступать не больно. Не больно наступать. Мы хромаем, хромаем. И руки у нас плавают. 4, 5, 6. Здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, 4, 5, 6. Мальчики могут тоже делать вот это хромаем. На одну ногу, в дальнейшем мальчики могут делать уже более сложно. Вот это движение Леонора, ты мне показала в 3 годика, если ты помнишь. Когда я начал разучивать движение, Леонора мне говорит: папа, вот такое движение можно? Сама мне показала, ты помнишь это? Нет? Садик. И я начал это движение включить. Я думал, это движение будет сложно для детей. Когда она в 3 года показала, тогда я понял, что в 5 лет можно, оказывается, разучить. Пожалуйста, попробуем вот эти движения, медленную часть. Начинаем с елочки, с притопом. Елочка с притопом. Пожалуйста, первое движение. Припросим. И... Следующее упражнение — гармошка. Гармошку мы делаем просто. Носочки вместе, пятки вместе, носочки вместе, голова в одну сторону. 8 раз в одну, 8 раз в другую. Приготовили, сразу руки взяли, спинку прямо. И голова по ходу движения поворачиваем. И пятки раз, 2, 3, 4, голову по ходу движения. И другую сторону. Ковырялочка с притопом, опять, но только уже ковырялочку, не просто ковырялочку ставим пятку на носок, а уже прыгаем. Прыгаем. Раз, два, раз, два. С прыжком. Приготовились, руки взяли сразу. И прыгаем. Четвертое движение — пятка-носок. Вообще башка. Пятка-носок.
И руки у нас плавно поднимаются у девочек, у мальчиков ничего не делаем. У девочек делаем, как будто воздух гладим сначала тыльной стороной, а потом ладошками. Давайте сначала погладим воздух. И раз, и два. Воздух погладили. Раз, и два. Только теперь локти у нас не должны прижиматься к туловищу. Вот здесь вот так не должны делать, а локти отодвигаются от туловища. И доходим вот, высоко, не делаем слишком высоко. До уровня, например, до уровня плеч поднимается и обратно опускается. И поднимается и опускается. Приготовились? Все вместе делаем. Пятка на носок. И сразу. Раз, два, три, четыре. Четвертое движение, шабаш, пятка носок. Следующее движение у нас идет припадание. Припадание мы делаем, девочки делают в сторону, тоже воздух гладим сначала тыльной стороной, а затем ладошками. Здесь тыльной стороной, ладошками. Давай только воздух погладим. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сначала тыльной, а потом ладошками. И тыльной, ладошками. А теперь представили, что у нас заноза на пятке. И мы хромаем, на одну, хромаем, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и с другой. Раз, два. Можно только на одну ногу делать, без притока. Только на одну ногу, а потом сначала на правую ногу. Давайте продвигаемся на правой ноге. Заноза попала. И пошли. Раз. На другую ногу заноза попала. Пошли делаем на другую. Приготовились. И... А теперь добавляем туда тройной приток. Не просто делаем, а раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Мальчик делает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. Пожалуйста. Готовы? Сразу. И... Еще дополнительное движение можно включить для мальчиков и штопор. Это тоже на начальном этапе. Руки в сторону, и поднимаемся на полупальцы, и ставим пятки то в одну сторону, и в другую сторону, и в одну сторону, и в другую. Для девочек тоже можно это движение, что только девочки держат за юбку. В одну сторону и в другую сторону. Движение называется штопор. Приготовились? Припоросен, руки открываются. И раз. Теперь быстрая часть. Мы опять же все так же оставляем и ставим в сторону, вперед-назад, молоточки. И после молоточков мы добавляем движение, называется падай-бас. То есть мы перепрыгиваем также. Вот то, что мы делали, перескоки, да? Только теперь ногу ставим эту на каблук, крест-накрест. Правый, крест-накрест, левый. Делаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы уже усложняем немножко, и у вас получается движение падай-бас. Падай-бас. Это еще не бурма, но похоже уже на татарское движение. Да? Это вот самое-самое основное движение, из которых можно выстраивать уже танец. Пожалуйста, готовы? Быстрая часть. Называется падай-бас. Первое движение. Руки
У девочек за юбки, у мальчиков за пояс. Приготовились. И перескок. Можно это медленно сделать, чтобы обязательно ногу приподнять высоко. Раз, два, три. Раз, два, три, пожалуйста. И руки добавляем. У мальчиков руки здесь, у девочек руки вот здесь. Пожалуйста. Все правильно. Медленно. Готовы? Руки открыли. И... Следующее движение у нас качалочки мы с вами делали, да? Качалочки. Ну, качалочки мы уже делаем не просто качалочки, а уже стараемся носок вытянуть. Носок вытянуть. И поставить ножку на кудыке сзади. Вот представляем. Не просто ее вот так бросаем назад, да, вот так делаем, а ее вытягиваем. И раз, два, раз, два. Пожалуйста. Приготовились. Внимание. Носок сразу вытянули, правую ножку. И... Теперь у нас сделаем моталочки. Это было качалочки. Теперь моталочки мы делаем как бы мотаем ногой, значит, да? Сначала одной ногой мотаем, раз, сгибаем, выпрямили. Согнули, выпрямили, согнули, выпрямили, согнули, выпрямили, согнули, выпрямили. Другую ногу согнули, выпрямили, согнули, согнули, выпрямили, согнули, выпрямили. Пожалуйста, попробуем. С правой ноги. Готовы? Ногу сразу приготовили. И... Мотать ее можно по-разному. По-разному. Можно мотать. Согнули, выпрямили, раз, два. Согнули, выпрямили, раз, два. Согнули, выпрямили, раз, два. Можно уже варьировать движение. Попробуем движение. Приготовились. С нас справа. И... Можно добавить такое движение, ногу сразу поднять, вот, взяли руки вот так, и моталочка уже мотаем не вперед, назад, а из стороны в сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот, например, правую ногу подними, пожалуйста, готов. И раз, два. Следующее упражнение мы вот делали с вами классики назад. Мы это классики делаем, усложняем, вперед уже делаем. Не просто назад делаем, да? А вперед ставим вот сюда. Раз, два. Пожалуйста, попробуем. Приготовились. И... Последнее упражнение, последнее движение, которое мы на этом этапе обучения делаем. Движение у нас называется, какое движение? Это мы сделали, значит, на каблук, да? Потом идет у нас качалочки, моталочки, классики и последнее, пятое движение. Пятое движение мы что делаем? Нет, в момент еще рано. Мы начинаем так, оставим. Вот. И последнее, пятое движение, вот на этом этапе обучения мы делаем перескок с одной ноги на другую,
называем основной ход бишлебью, вот это движение. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, вот это основной ход. И вот эти все движения мы опять же исполняем с угла. Пожалуйста, первое начинаем. Первое движение у нас идет первое движение подыбас. Подыбас мы делаем. Раз, два, три, мальчики. Раз, два, три. Девочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Пожалуйста. Первое движение. Второе движение у нас идет качалочки. Качалочки. Потом идет моталочки. Моталочки мы уже сделаем не вот так, одной ногой, а сделаем вот так. Моталочки. То одной ногой, другой. Моталочки. Так? Затем идет пасики вперед. И основной ход бишлебью. Пожалуйста. Готовы? Первое движение. Подыбас. И... Мы включаем уже движение, которое называется у нас шабаш. Пятка на сотку идет. Раз, два, три, четыре. Продвигаемся в сторону. Раз, два. Это из медленного движения. Пожалуйста, готовы, сука. И раз, элементы татарского танца первого года обучения, на начальном этапе для детей 5-6 лет. Дальше мы уже опять усложняем и уже переходим на более уже третий этап обучения. Это был второй этап. Третий этап обучения уже более сложный, еще сложнее, где на этом этапе обучения мы уже можем ставить уже какие-то этюды и какие-то выстраивать уже танец можно выстраивать, да? Также мы повторяем эти движения. Первое движение елочка, значит сразу елочка с притопом в одну сторону, елочка с притопом в другую сторону. Гармошка с притопом в одну сторону, гармошка с притопом в другую сторону. Затем идет ковырялочка с притопом. Ковырялочка — это медленная часть, да? Теперь
вместо того, чтобы пятка-носок делать, мы пятка-носок делаем вперед-назад, мы делаем пятка-носок в сторону, из стороны в сторону. Пятка-носок, так? И с другой ноги пятка-носок. Затем мы усложняем пятка-носок с прыжком. Пятка-носок с прыжком. В другую сторону пятка-носок с прыжком. В другую сторону пятка-носок с прыжком. И последнее припадание. У нас припадание также остается. Приготовились. Медленная часть движения. Готовы? Руки прибросим, открывать. И... Очень важно, здесь мы начинаем пятка-носок, да? А здесь мы начинаем носок, пятка, носок, пятка. И наступаем то на носок, то на пятку наступаем. И с другой ноги тоже самое. Носок, пятка, носок, пятка. Пожалуйста, еще раз это движение. Приготовьтесь. Руки у нас двигаются плавно в одну сторону. Куда носок, туда рука. Пятка от себя. Куда носок, туда голова поворачивается и обратно. Приготовились? Внимание. И носок, пятка, носок, пятка, носок, пятка. Вы не надо просто делаем 8 раз в одну сторону, 8 раз, а вы сократите. Еще раз приготовьтесь. И носок, пятка, носок, пятка. Еще носок, пятка, носок. И другой ноги, носок, пятка. Припадаем. И раз, два, три. Дальше движение штопор мы усложняем. Усложняем как это? Мы делаем по точкам. У нас все знают, что класс делится по точкам. Первая точка, вторая точка, третья точка, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Это по углам, если брать углы. Вот здесь мы сейчас на камеру работаем, а так, если вот на зеркало работать, вот на зеркало. Первая точка это зеркало, вторая точка это угол зеркала, третья точка это стена, четвертая точка другой угол, пятая точка это окно, шестая точка угол окна и стены, седьмая точка стена, восьмая точка угол, где стоит пианино, и опять первая точка. Вот 8 точек, которые мы с вами знаем. И здесь мы должны сделать крестиком, попробуем сделать вот этот штопор уже по точкам. Вот. Делаем точку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Значит, у девочек за юбочку делаем и поднимаемся на полупальцы здесь. Раз, в одну точку. Два, спиной стоим. Раз, боком и лицом повернулись. Попробуем. Приготовились. Что-то по точкам. И раз, боком. Два, боком, лицом. Раз, два, три. В другую сторону то же самое. Так же. Обратно. Также боком стоим. Спиной, боком и опять лицом. Приготовились. На полупальцы подкинулись. Штопор движение. И раз, два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Так, быстрая часть движения.
движения, быстрая часть движения, мы опять уже все, вот то, что мы разучивали, вот эти движения, мы уже пропускаем, это уже на начальном этапе. Теперь мы продолжаем учить движение падай-бас, но здесь мальчики добавляем руки, мальчики. Делаем вот так руки, большой палец вытащили, значит, с кулачок руки, и делаем вот так вот, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, и руки широко, раз, два, три. А девочки также держимся за яичко. Пожалуйста, первая быстрая часть движения руками. И раз. Теперь делаем то, что мы пробовали с вами. Вот пятка-носок у нас в медленной части было. Мы его делаем с прыжком. Пятка-носок, пятка-носок, пятка-носок. С другой ноги то же самое. Пятка-носок, пятка-носок. И мы здесь можем добавить приток. 6 раз в одну сторону тройной приток, 6 раз в другую сторону тройной приток. Пожалуйста, приготовьтесь. Пятка-носок с прыжком. И уже добавляем у мальчиков руки в сторону, вот так раскрыли руки, и пробуем делать в сторону качалочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У девочек также остается за юбочку, голова поворачивается. Движение, основное движение, это уже мы назовем уже это вот Пагай Хаджи Читагеру. Чалштырь называется движение. Вот. Ноги в выворотной позиции. Первая пятки вместе, носки врозь. У мальчиков одна рука за тюбетеечку, за затылок, другая рука по ходу движения выносится, вытянутая, ладошками наружу. И носок сразу вытянуть, приготовить. И идем вот это движение качалочки, которое мы с вами делали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пожалуйста, исполняем. У девочек руки за юбочку тоже, голова по ходу движения. Приготовились, ножку вытянули. И раз, два, три, четыре, второе движение у нас мы с вами делали моталочки. Моталочки — это двойной чалштырь. Вот то, что мы по ходу делаем. Значит, меняем ноги, скрещиваем ноги. Раз, два. И вытягиваем вперед. Раз, два, три, четыре. Раз. Можно руки за спину, можно в сторону вытянутую. У девочек можно за юбочку, можно тоже в сторону поставить. Приготовились, взяли руки. Внимание. И раз. Это было четвертое. И пятое движение, которое уже более усложненное. Мы опять возвращаемся к начальному изучению. Это было падай-бас. Мы с вами попробуем сделать бурма. Бурма, то есть по-татарски бурма. Вот то, что мы с вами уже разучили, на пятку ставить, да? А бурма у нас делается тоже, что значит бурма в переводе? Это то есть бурк надо повернуть ногу в воздухе. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И обязательно ноги должны быть параллельные друг другу, параллельные. Значит, у нас
величайшие балетмейстеры, которые стояли у истоков татарского народного танца, это Гай Хаджи Штагиров, и Файзи Агдамович Гаскаров, вот делали каждый по-своему. Значит, у Гаскарова движение, вот мужское движение, раз, два, три, раз, два, три. Я говорю, пяткой коснуться себе позаду, да, вот, у мальчика, вот, движение. Раз, два, три, раз, два, три. У девочек, значит, здесь в воздухе надо повернуть ножку. Раз, два, три, раз, два, три. И ножки остаются параллельными. Пожалуйста, попробуем движение. Первое движение, которое у нас называется бурма, то есть пятое движение на начальном этапе обучения. Пожалуйста, готовы? Можно? И... Вы сейчас скрещивали ноги свои, вот так скрещивали, вот так делали. А это неправильно, нужно параллельно держать. Параллельно. И еще так. Еще раз попробуем. Приготовились. И... Уже на третьем этапе обучения, вот уже можно эти движения включить. Теперь с угла. То, что мы с угла делаем, опять же повторяем эти же движения, но еще и мы теперь учимся ходить. Начнем с 3 шагов. Тройной шаг мы с вами делаем. У мальчиков опять же руки за спину, девочек дают. Тройной шаг. Раз, два, три ходим. Раз, два, три. На полупальцах. Низеньких полупальцев проходим. Проходка. Тройной шаг. Раз, два, три, пауза, Приготовились, на полупальцы потянулись. И... Раз, два, три. Поднимаем назад пятку, также 3 шаг идет тройной шаг, и только пятку назад поднимаем. Раз, два, три, раз, два, три. Голову прямо, позвоночник вытянуть, макушечку тянем наверх, копчик вниз, спинку прямо вытянуть и подбородок поднять. И тянемся наверх на низеньких полупальцах и только пятку назад. И раз, два, три, назад. Раз, два, три. У мальчика то же самое. Раз, два, три. Наверх поднимаем колено. И... Чтобы перейти к следующему движению, мы представим себе, что мы прыгаем через лужи. ЖТ, прыжки ЖТ. Вот прыгаем. Раз, два. Перепрыгиваем прямой ногой, вытягиваем носочек. Колено вытянем. Пожалуйста, одну. И ЖТ. Раз. Основной вот в татарском танце это бегунец. Чтобы он у нас получился легким, стелящимся и красивым, нам нужно вот представить вот эти все движения вот на начальном этапе, то, что мы с вами делаем, 3 шаг, мы должны с вами ходить. Не просто топать, как мы вначале учили, а
сделать на низеньких полупальцах. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пройтись сейчас, тихонечко. Раз, два, три. Жите, прыгнуть с вытянутым носком. И раз, два, три. Один большой шаг, а два маленьких. Один большой, а два маленьких. Раз, два, три, раз, два, три. Пожалуйста. Готовы? Присесть. Чуть-чуть спинку прямо. С правой ноги. И... Можно эти движения же сделать по кругу. Всем выстроиться в кругу, всем классно. И, пожалуйста, по кругу до часовой стрелки двигаемся в эту сторону. Пожалуйста, по кругу. И чтобы от вас ветер гулял. И расслабляйте рядом. Дальше следующее движение гурман. Гурман. То, что мы делали, уже делаем. Раз, два, три. Раз, два. Не просто бодибастер шагаем. И не просто делаем приток. А на пятку ставим и делаем еще наверху гурман. Приготовились. Внимание. И... Боковой щелчок. Приготовились. И... Чабаш с прыжком. Пятка носок. Пятка носок. Раз, два, три, раз, два, три. Пожалуйста, готовы. И... И последнее движение, основной ход, мечту бью. Пожалуйста, готовы. Внимание. И... Ставим на середину. Так, на сегодня все. Значит, мы вот эти движения прошли за 1,5 часа, мы прошли трехгодовое обучение. Трехгодовое обучение. Значит, это мы разделили поэтапно. Первый этап — начальное обучение, второй этап — более усложненный, и третий этап — уже более усложненные движения, из которых уже можно выстраивать какой-то танец, татарский народный танец. На этом урок окончен. Пожалуйста, поклон делаем. И... Раз, два,